Когда поднимаешься, не знай сюда посмотреть, не знай туда посмотреть. Этот съезд центральной дороги деревни Янтык жители называют самым удобным. Главный плюс – быстро. Мне ведь круговой надо идти, где-то 2 километра. А отсюда меня прямо. Дорогу посередине поля сельчане заложили сами, поэтому и спуск резкий и опасный. Если вот дождик, здесь вот не проехать, это раз, ни скоро ничего не проедет, не пожарная. У нас есть дорога внутри села, там каждый год зимой очищается дорога. Это уже второй заезд центральной дороги на улицу Колхозная. Съезд здесь уже пологий, плавный, правда, вот дорога точно так же грунтовая. Буран купишь, на бурана можно проехать. Алмаз Садреев живет в конце улицы Колхозная, ему дольше всех выезжать по обочине. Щебень на Колхозную ни разу не завозили. Наверное, километр туда, на асфальтовую главную дорогу. А главную дорогу отсюда выезжает мертвая зона. На второстепенные дороги села вкладывают деньги из самообложения. В год вместе с господдержкой бюджет деревни собирает 600 тысяч рублей. Но это проблема, что вот это бугорок... Ну, не проблема, это не проблема. Можно сделать 20... по деньги самообложения, но народ это не поймет. Жители как раз и надеялись на помощь дорожников. В прошлом году отремонтировали центральную проезжую часть, но заезд оставили грунтовым. Сказал, помоги, пожалуйста, вот сюда засыпь немножко, хоть землю нам, чтобы было. Не можем, говорит, я, говорит, если немножко отклонюсь, говорит, от своей работы, меня, говорит, с работы выгонят. Этот спуск в проект ремонта дороги не вошел. В исполкоме района уже подсчитали. Превратить грунтовой съезд в асфальтированный обойдется больше, чем в 1 миллион рублей. Привести в порядок, там заасфальтировать нужно где-то более 1,5 миллиона рублей. Но это экономически невыгодно. На эти деньги можно там несколько улиц, например, в деревне, хотя бы защебенить. К этой сезонной дороге глава поселения обещал вернуться. Правда, вкладываться начнут только после ремонта всех улиц на селе. Альбина Минибаева, Игорь Романов, ТНВ, Лаишевский район.